Символ Рима и даже всей Италии – Колизей. Построен всего за 10 лет в 80-м году нашей эры. Высота внешнего кольца 50 метров. Длина наибольшей оси эллипса – 188 метров. Грандиозное сооружение. 300 тонн железных скоб соединяли между собой блоки каменные. Церемония открытия длилась 100 дней. 70 тысяч зрителей получили бесплатные билеты. 36 лифтов, целая система переходов, подъемников и прочих механизмов трансформировали арену и позволяли устраивать на ней грандиозное представление. Собственно, Колизеем его стали называть позже, от латинского «колоссеум» – «огромный». А тогда его называли амфитеатром Флавия, потому что строили его 3 императора из рода Флавиев во второй половине I века нашей эры. Вот перед амфитеатром стояла статуя Нерона, тоже огромная, колоссеум. Просто удивительно, как все это строилось. Я Юрий Соломин, а это Рим. Рим, где 2 тысячелетия назад появились люди, свято поверившие в невинную на первый взгляд истину: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И со временем стали государственными преступниками. Потому что в Риме кесарево было все. Или почти все. Это были первые христиане. Не пророки, не апостолы, не герои. Нет, а просто люди. Они могли жить здесь со всеми. Тогда в Риме народу жилось неплохо. Но они бросали эту сытую, спокойную жизнь и уходили, чаще всего на смерть. Высший порядок Римской империи, Пакс Романа, да и всего античного мира держался на 2 столпах – греческой логике и римском праве. Христиане принесли в Рим веру, духовность. С точки зрения логики это было бессмыслицей, с точки зрения права – преступлением. Хотя, строго говоря, их судили не за веру, нет, а за то, что они не хотели принимать божественную сущность императора. Богу Богова, а кесарю кесарева. Так и не понял Великий Рим, что значат слова Христа «Царство мое не от мира сего». Царство могло быть только одно – римского императора. Боги Рима также должны были служить ему, как и люди. Сердце его твердо, как камень, и жестко, как нижний жернов. Железный порядок, не знающий исключения. Те, кто не с нами,
те против нас. И потому император Троян предписывает: специально разыскивать их не следует, но если на них поступит донос, и они будут изобличены, их должно наказать. Но того, кто станет отрицать, что он христианин, и докажет это на деле, то есть помолится нашим богам, следует за раскаяние помиловать, хотя бы в прошлом он и был под подозрением. Но большинство не отрекались, и тогда их наказывали. И зачастую их мученическая смерть становилась частью театрального действия. Это позорная, но неизбывная история развлечений человечества. Сначала были Олимпиада и театр. Колизей был самым большим театром. Арена заливалась водой. Здесь происходили морские сражения. Но публика, присытившись, требовала все новых и новых развлечений. Тогда начали убивать зверей. Однажды на арену выпустили 100 львов одновременно. От их рева зритель пришел в ужас, но и это показалось мало. Зрелище быстро приедалось. Тогда выпустили гладиаторов. Они бились на деревянных палках, но уже очень скоро взяли в руки железные мечи. Для Рима постулат хлеба и зрелищ был определяющим. Народ надо было накормить и развлечь. Все. Тогда он будет жить по закону неизбежному и всеобъемлющему, как род Пакс Романа. Рим требовал все больше и больше железа. Поэтому в кузницах били молоты, поэтому пыхтели меха и гудел огонь. Железа здесь почти не осталось. Что-то проржавело и рассыпалось, что-то растащили римляне, когда Колизей закрылся. В XVI веке папа Пий предложил страждущим иметь хоть какую-нибудь христианскую святыню. Взять горсть песка с арены Колизея, потому что он пропитан кровью мучеников. Их привозили сюда из разных уголков империи. Везли месяцами, годами. По дороге они обращали в Христову веру много людей. Стражники бросали оружие, крестились, но железный закон Рима был неумолим. Убийство мучеников здесь, в амфитеатре, или в цирке на Палатинском холме становились неотъемлемой частью общего театрального действа. Одним из первых был казнен епископ антиохийский Игнатий Богоносец. Что за сценаристы и режиссеры придумывали эти грандиозные спектакли? Кому пришла в голову чудовищная мысль, что смерть можно превратить в захватывающее зрелище? Железо оживало,
Скрежетали лифты, поднимались декорации, мирная деревня, по которой бродили мужчины, женщины, старики и дети. Но зритель знал, эта пастораль ненадолго, и дрожал от нетерпения. Вот отсюда выпускали зверей. Вершиной римских зрелищ стали массовые казни христиан. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. По всем законам греческой и вообще обыкновенной логики, сотни казней должны были так напугать римлян, чтобы навсегда заказать им путь в христианство. Но выходило наоборот. До удивления наоборот. Это кровь священномученика Лаврентия. Его изжарили на раскаленные железные решетки, потому что во время казни епископа Сикста стал громко сокрушаться и выражать готовность последовать путем мученика, потому что был христианином и не скрывал этого, потому что и в тюрьме крестил и проповедовал, потому что даже на допросе у самого императора не отрекся. Здесь он похоронен. Сегодня в это трудно поверить, но по преданию во время мучительной казни на медленном огне святой Лаврентий даже шутил. Вот так, с этого бока я, кажется, готов. И обращался к императору. Скоро ты меня попробуешь и скажешь, какое мясо лучше, сырое или жареное. Это царица дорог, знаменитая Виа Аппия. С ней связано много трагических событий в истории Римской империи. Вдоль этой дороги было распято около 6000 рабов, участников восстания Спартака, а с обеих ее сторон – катакомбы. Римлян хоронили не в земле, а под землей. Выкапывалась большая яма, а от нее в разных направлениях шли подземные ходы, в стенах которых покоились останки умерших. Это не веселое место. Вот эти ниши, после захоронения они и замуровывались.
Это самые старые катакомбы Святого Себастьяна. Здесь собирались первые христиане для молитв и бесед о Христе. Могилы первых христиан можно найти по особым признакам. На надгробных плитах скромные записи, сделанные неровно, часто с ошибками. Ведь это были бедняки. И вот знаки, символы первых христиан. Вот это оливковая ветвь. Или вот молящийся человек, птица с оливковой ветвью, якорь, рыба, знак Христа. А надо сказать, что крест стал символом христианства не сразу. Первыми христианскими знаками были рыба, оливковая ветвь, солнце и якорь, как символ спасения. С этим символом связана история одного знатного римского гражданина, блестяще образованного, родственника самого императора. Дом его находился, да и находится здесь, в Риме. Это удивительное место. Здесь две церкви, одна над другой. А на нижнем уровне дом Климента, одного из первых епископов Рима, одного из тех, кого называли мужами апостольскими, потому что видел и слышал апостолов. Вот здесь его дом. В доме Климента останавливался апостол Петр, собирались первые христиане, а в 2 шагах совершались языческие обряды. Храм Митры был буквально через дорогу напротив дома Климента. Здесь совершались кровавые жертвоприношения. Климент же крестил водой и Святым Духом. Вот в таком источнике Климент крестил. А выше храм в честь самого Климента. И вот еще что очень важно. Когда-то Климент был самым почитаемым русским святым. Это для России здесь юг, море, курорты. А в Римской империи это север, ссылка, каторга. Сюда конвоировали преступников, здесь они жили от силы полгода и умирали от жары, голода, жажды и тяжкого труда. Когда Климента привезли сюда, здесь было уже несколько малюсеньких христианских храмов. Каторжники выдалбливали их в скале железными заступами. А вот этот небольшой храм Андрея Первозванного по преданию вырубил в скале сам епископ. Тут даже есть сиденье, чтобы исповедовать. Каторжники ведь еле держались на ногах. Климент иногда крестил в день по 700 человек.
Этот жуткий марсианский пейзаж сотворила не природа, люди. Тысячи и тысячи рабов пилили острым железом камни, чтобы потом отвезти их в империю, чтобы там строились новые помпезные дворцы и амфитеатры. Знаменитый классический стиль. Климента убили вот здесь. Привязали якорь и утопили в этой бухте. Палачи уже тогда работали не без мрачной фантазии, привязывая к шее Климента именно якорь. Но каждый год вода отступала, и открывалась святые мощи Климента. Народ шел к этой святыне молиться. Было много чудес от мощей, и предание навсегда связало святого мученика Климента с символом спасения якорем. Когда человек не хочет жить так, как все, это раздражает. Когда он за это идет на смерть, одних это шокирует, других восхищает. Римские христиане не требовали изменить государственное устройство, занимать руководящие посты. Хотели более подчиняться, чем повелевать. И все-таки именно в это время римский мир пронизывается христианством, соединяя тех, кто никогда не встретился бы из-за разности происхождения и положения в обществе. Примером тому может служить жизнь и мученическая кончина Бонифация. История святого Бонифация – удивительно русская история. Жил-был бесшабашный человек, любил вино, женщин, игру в кости. Был он рабом и любовником госпожи, которую звали Аглая. Она была христианкой. Послала Аглая его в Киликию. Хотела она иметь у себя дома мощи одного из мучеников. Перед отъездом Бонифаций в шутку спросил, а если он не найдет святых останков, не примет ли Аглая в качестве мощей его собственное тело? Аглая отругала слугу за дурную шутку. Тогда первые христиане тайно хоронили в своих домах тела казненных мучеников. Богатые же строили храмы в их честь. Развлечения в городе было предостаточно. А здесь, судя по фреске, была таверна. Подавали еду, вино и предлагали ночлег. Сюда, скорее всего, и должен был прийти Бонифаций. Однако, отправив своих помощников в гостиницу, Бонифаций пришел в театр. Там как раз совершались казни христиан. Здесь сидели зрители. Торговцы носили легкую снеть, воду, вино. А там
на арене страшно мучили закованных в цепи людей. Потрясенный их стойкостью и твердостью в вере, несмотря на страшные мучения, он бросился на арену и стал целовать оковы мучеников и громко прославлять Христа. За отказ принести жертву языческим богам и сам Бонифаций был подвергнут жесточайшим пыткам. Что тут началось? Возмущение зрителей было столь велико, что судья был вынужден бежать от разъяренной толпы. Тем не менее, на следующий день пытки продолжили, а затем отрубили бесшабашную голову Бонифация. Помощники искали его по кабакам и публичным домам, а нашли среди казненных христиан. И Аглая, как и предсказывал Бонифаций, похоронила его как мученика за Христа. В православной традиции имя Бонифаций звучит несколько иначе – Вонифатий. И молятся ему русские женщины во избавление их бедолаг мужей от вековой российской напасти пьянства. В Святом Писании, толкуя сон Навуходоносора, пророк Даниил дает символическое истолкование железа. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан в чрезвычайном блеске, стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук. Ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил их. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем значение его. Ты – это золотая голова, после тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею. А четвертое царство будет крепко, как железо. Четвертое царство – Железный Рим, камень, разбивший железо – Христос. И воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их. Он сокрушил врата медные и оковы железные сломил. Отсюда когда-то начинался Рим, а через 10 веков здесь же тайно из луков был расстрелян
трибун первой когорты преторианской гвардии, любимец императора, потому что он был христианином. А другой высокого чина военный сам пришел к императору, потому что не мог молчать, когда убивали невинных людей. Его уговаривали отречься, пытали. Этих великих мучеников звали Святой Себастьян и Святой Георгий. Железные стрелы не убили Себастьяна. Когда ночью за ним пришли христиане, то нашли его еще живым. После выздоровления он открыто направился в город и встал на ступенях императорского храма. Но Рим и тогда ничего не понял. Себастьяна забили палками на Палатинском холме, а тело бросили в сточную канаву. Георгия тоже убивали долго и мучительно. 3 дня пролежал он с тяжелым камнем на груди. Его бросали в негашенную известь, колесовали, заставляли бегать в сапогах, утыканных гвоздями. Он не отрекся. Тогда ему отрубили голову. В этой церкви хранится частица главы святого Георгия Победоносца. Предание гласит, что вместе с Георгием император приказал казнить свою жену, христианку. И Кесарева уже не было Кесаревым. Христианская духовность, бессмыслица с точки зрения обывателя, победила и логику, и право. За моей спиной памятник, который называют храмом Весты, покровительницей семейного очага. У первых христиан редко были счастливые семьи. Своим близким они доставляли немало страданий. Они уходили в свою веру, не страшась смерти, выбирая в этом мире не мирское, а истинное. Не быт, а бытие. А эта история началась позже, когда христианство уже было принято и даже не преследовалось. У одного римского патриция родился сын, назвали его Алексеем. Мальчик вырос, ему подыскали богатую и знатную невесту.
Он любил своих родителей, любил свою невесту, их даже обвенчали. Но в первую брачную ночь он вернул перстень невесте, переоделся в простую одежду и ушел из дома. Ушел, чтобы служить Богу. То, что случилось дальше, в наш ироничный век кажется столь мелодраматичным, сколь непонятным. Человек прожил на паперти 17 лет, а потом вернулся в Рим и стал жить под лестницей. Вот под этой лестницей. Только тогда она была в доме его родителей, но ни они, ни невеста не узнали в иссохшем, убогом, нищем Алексия. Его таскали за волосы, поливали помоями. Он все терпел. Труднее было терпеть страдания невесты и матери, о нем пропавшем. Их окно было как раз напротив. Предчувствуя свою смерть, Алексей написал письмо, где описал всю свою жизнь и просил прощения у родных. «Верую, что сколь великую скорбь причинил вам, столь великую радость получите в Царстве Небесном». По преданию, за несколько дней до смерти Алексея на литургии, где было множество народа, из алтаря раздался голос: «Ищите человека Божия, он помолится о граде», и указал на дом родителей Алексея. Его нашли в каморке уже мертвым. Взяв из его рук письмо, все поняли, кем на самом деле был обитавший под лестницей нищий. По приказу императора мощи Алексея были перенесены для поклонения в храм святого Петра, где проявилась их чудодейственная сила. Парадокс, но именно к нему, преподобному Алексею, бросившему свою невесту, римляне приходят сразу после свадьбы, чтобы помолиться любви, неразлучной до смерти. Первые христиане. Их пытали, мучили, убивали так изощренно, с таким садизмом, который может быть только от страха. Их просили только поклониться языческим богам. Им даже предлагали: ну соври, жив останешься. И в самом деле, наверное, потом грех этот можно было отмолить. Господь милостив. Но они вставали перед ревущей толпой и тихо и твердо говорили: «Я христианин». Мы не имеем возможности перечислить имена всех мучеников. Но имена эти и без того поминаются нами ежедневно.
Ведь большинство из нас носит их имена. Birgit. Tom. Inga. Maria. Giulia. Nicola. Irina. Владимир. Татьяна. Катя. Кирилл. Francesco. I'm Frederick. Наталья. Георгий. Елена. Мауриция. Giancarlo. Глеб. Рауф. Elena. Eleonora. Gabriele. Valentina. Francesca. Pochi. Sabina. Anna. Cristina. Gela. Alberto. Patrizia. Diego. Franco. Randy. Fabio. Ray. René. Dylan. Elena. Jesse. Jim. Jamie. Peter. Birgit. Tom. Inga.